Меня зовут Даурен Инсибаев. Я являюсь руководителем проектного офиса Верховного суда. В 2020 году мы участвовали в номинации «Лучший проект года». Мы представили наш один из больших проектов. Он называется «Мансис Судья», «Безупречный судья». Направлен прежде всего на совершенствование процедуры отбора судей, повышение квалификации судей, усиление гарантий их независимости, вопросы совершенствования деятельности Академии правосудия при Верховном суде. Мы представили этот проект, и по итогам этого конкурса он занял первое место, золотую медаль. Второй год мы решили не повторяться, также подали одну заявку. Здесь мы участвовали в номинации «Лучший проектный офис года». Там немножко формат другой. Соответственно, после всех этапов также наш проектный офис был признан лучшим. В принципе, формат конкурса он не сильно поменялся с момента запуска. Основные три этапа – это подготовка отчета, затем было интервью с асессорами, мы отвечали на вопросы, которые возникали по результатам оценки нашего отчета. И уже после того, как был сформирован пул финалистов, мы делали презентацию, то есть это был ролик и презентация проекта, и во втором случае это презентация нашего проектного офиса. По большому счету, для всего госуправления, наверное, внедрение проектного подхода – это новое, потому что стандарты работы, которые уже привычные, они больше ориентированы на процесс, на выполнение каких-то уже стоящих задач путем повседневного выполнения тех или иных функций. Отличие, я, наверное, не скажу нового, отличие проектного подхода здесь он направлен на решение какой-то большой, маленькой, средней задачи в какой-то перспективе, в определенный период. Причем, в отличие от процессной деятельности, он направлен на достижение конкретного результата, измеримого, который мы можем оценить, мы можем измерить. Ты должен быть лучшим и показать, что ты лучше. Где-то, если кто-то лучше тебя, ты можешь посмотреть, почему он лучше тебя, и тоже свою работу в этом плане корректировать. Нам немного в этом плане повезло больше, так скажем, первые два выстрела сразу попали в яблочко. Мы и первый конкурс, и второй конкурс получили первые места. Мы нисколько, так скажем, это нас не успокаивает, мы также продолжаем работать, и в этом плане мы очень активно сотрудничаем и с Министерством национальной экономики, они оказывают нам хорошую методологическую поддержку. Илона Альбертовна Шварцкот была у нас в проектном офисе, ей очень понравилось, и вот этот формат нашей работы, даже они потом приходили, фотографировали. Я не знаю, если они это все проецируют потом дальше, чтобы было единообразие, мы только готовы в этом плане помогать, показывать, рассказывать, делиться опытом, где-то учиться у других. Что я хотел пожелать участникам? Во-первых, всем победы. Тот, кто победил, заранее я хочу поздравить. Да, надеюсь, я в этом форуме тоже приму участие. Но при этом победителей я пожелаю не останавливаться и дальше совершенствовать свою работу. Нет предела совершенству. А кто займет призовые или не призовые ниже места, я так думаю, конкурс он не закроется, дальше будет продолжаться. Нужно сделать какие-то выводы, стараться извлечь какие-то уроки и уже в новом году достичь новых высот, победить. Тем более сейчас количество номинаций оно расширилось. Поэтому удачи, успехов.